Последний доклад выявил тревожную картину методов наблюдения за уйгурской общиной в Китае. Результаты исследования IPVM показали существование системы, которая обнаруживает аномальное поведение. Ранее подобная система использовалась для отслеживания студентов уйгурских университетов во время азиатских игр в Ханчжоу. Высокотехнологичные китайские системы наблюдения на основе искусственного интеллекта вызывают споры, особенно когда речь идет о контроле над уйгурской общиной. В прошлом звучали обвинения в том, что Китай следит за уйгурами с помощью систем распознавания лиц. Такие методы отслеживания вызывают серьезную озабоченность в отношении прав человека и неприкосновенности частной жизни. Руководитель Центра уйгурских исследований Абдулхаким Идрис продолжает свою деятельность, начатую 8 декабря в столице Индонезии Джакарте. Абдулхаким Идрис проводил мероприятия по геноциду уйгуров в 5 городах Индонезии с 11 по 15 декабря в различных университетах и исследовательских центрах. Абдулхаким Идрис сообщил, что в индонезийских вузах, сотрудничающих с Китаем, он также рассказал о геноциде уйгуров. Наша кампания по информированию общественности, интеллигенции, преподавателей и студентов вузов о геноциде в Восточном Туркестане продолжается. По меньшей мере 118 человек погибли, 266 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,2 в северо-восточной китайской провинции Ганьсу. Официальные лица сообщили, что землетрясение, которое произошло в 16:00 по местному времени, ощущалось в Ганьсу, а также в соседней провинции Цинхай с почти 10 повторными толчками позже. Позже землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Уйгурской автономной области, то есть в Восточном Туркестане. Пока неизвестно, привело ли землетрясение к человеческим жертвам и материальным потерям. Китай впервые ввел запрет на iPhone в сентябре. Согласно этому решению, сотрудникам государственных учреждений в некоторых регионах запрещено пользоваться устройствами Apple. Согласно последнему постановлению, Китай стремится запретить государственным служащим по всей стране использовать iPhone и приносить их в офис. Согласно новому отчету Bloomberg, постановление, которое впервые было реализовано в Пекине и Тяньцзине, было распространено еще на 8 китайских провинций. Это означает, что сотрудникам государственных учреждений запрещено использовать iPhone как для офисного, так и для служебного пользования. Министерство обороны Тайваня сообщило, что в окрестностях острова Тайвань были обнаружены 2 высотных аэростата, принадлежащих Китаю. Воздушные шары были замечены на высоте 27 тысяч футов в 110 морских милях, около 203 километров к северо-западу от города Килунг на северной оконечности острова, говорится в заявлении Министерства обороны в его аккаунте в социальной сети X. В феврале китайский высотный аэростат вошел в воздушное пространство США, вызвав напряженность в отношениях между двумя странами. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве сильно пострадал из-за атак на сектор Газа. Управление аэропортов Израиля провело встречи с сотрудниками. В результате 600 человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск и было принято решение о сокращении рабочих мест 1000 человек на 25% и переходе на неполный рабочий день.